В эти минуты в Москве проходит премьера фильма «Балканский рубеж». Сценарий основан на реальном событии – марш-броске российских десантников на Приштину в 1999 году. Тогда самоотверженность наших солдат и офицеров помешала НАТО ввести в Косово свои силы. Фильм снимали совместно кинематографисты России и Сербии. Сейчас в кинотеатре «Октябрь» находится мой коллега Дмитрий Кайстра. Дмитрий, здравствуйте. Я знаю, что в ленте снялись такие звезды, как Эмир Кустуриц, Гоша Куценко и даже легендарный Гойко Митич, который нам с детства знаком как Винни-Ту, сын Инчучуна. Кто пришел сегодня из них на премьеру? Добрый вечер. Но на самом деле здесь, в киноконцертном зале «Октябрь», на главной площадке страны, где всегда проходят знаменитые премьеры, фактически весь актерский ансамбль. Ну, не только Эмир Кустуриц, который сыграл заметную роль в этом фильме. Остальные все сегодня пришли. Но вот за моей спиной сейчас очень хорошо видно, что проход по Красной Коровой дорожке все еще продолжается. И здесь сегодня несомненный аншлаг. Огромное количество зрителей, политики, деятели культуры, искусства. Они все пришли, чтобы увидеть этот грандиозный военно-приключенческий фильм, который начнется уже совсем скоро. Ну и с многими из артистов мы побеседовали, когда они проходили по Красной Ковровой дорожке. И вот их первые эмоции. Это история о силе духа, о мужестве, о братстве, о том, как важно оставаться человеком даже в самых нечеловеческих условиях. Для меня это история людей, и это история дружбы, и это те темы, которые не потеряют свою актуальность никогда. «Балканский рубеж» — это военно-политическая драма, которая выходит в канун трагических событий 20-летия агрессии стран НАТО против Югославии. Именно в те трагические дни спецподразделение, тогда еще майора Юнусбека Евкурова, получило приказ занять аэродром Слатина в Приштине и удерживать его до подхода во время знаменитого броска российских десантников, которые они совершили из Боснии. И вот Юнусбек Евкуров выступил одним из консультантов в этом фильме, и незадолго до премьеры мы встретились и побеседовали с ним. И вот что он рассказал нам в нашем интервью. Я в самолете изучал сценарий, делал пометки, и я всегда делал с опорой на три составляющие. Первое, чтобы подрастающее поколение понимало и росло в духе патриотизма, чувства гордости. Второе, чтобы те, кто в тот момент тогда участвовали, чтобы они, смотря этот фильм, где-то нашли себя в этом фильме. И третье, именно опираясь на вот тех ребят, которые сегодня выполняют задачи в Сирии и в других горячих точках, чтобы они понимали, что этот фильм не только про Югославию того периода, но и этот фильм про них сегодняшних. Ну и здесь, конечно, Гойко Митич. Он тоже сегодня будет присутствовать на премьере. И совсем скоро первый зритель увидит этот замечательный фильм, который, кстати говоря, совсем скоро увидят зрители в 65 странах мира. Коллеги. Как хорошо, что это русская страна, русский продюсер, русские авторы хотели снимать вот на эту тему. И для сербов это самое важное, понимаете? Это... Посмотрим, я еще фильм не посмотрел, но сейчас пойду, первый раз увижу, и потом могу сказать, что если мне фильм понравится или нет. Дмитрий, спасибо. О премьере в Москве фильма «Балканский рубеж» рассказал мой коллега Дмитрий Кайстра. Он находится на премьере. Это «Большие вести» со зрителями Москвы и области. Увидимся буквально через пару секунд.